Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее. Эти слова великого художника и скульптора Микеланджело прозвучали в ответ на вопрос, как же он делает свои скульптуры. Великий Микеланджело, в принципе, прав. Я не знаю, как я создаю скульптуры. Это же некий вызов, это начало всего. Но она мокрая, вязкая, липкая. Я ее не люблю, но люблю. Благодаря училищу первый раз попал в Питер. И он, конечно, впечатлил меня березами такими. Смотришь и думаешь, сколько чаланов можно сделать. 2, 4, только 5 амбиций. Мозгов голову. Ну и каким-то чудесным образом я поступил в Академию художеств. Если уйдешь отсюда, то нам будет ни горячо, ни холодно. Это как-то задело, и я остался. Главное, на коне. Мы же ремесленники, в принципе. Насколько бы ни казалась наша работа европейской, думаю, она не чужда нашему народу и вообще нашему образу жизни. Мы же маленький народ, и нету Якута, у которого не было родственников, кузнецов, шаманов. Да. Ну да. Вот такой небольшой скетч для телевидения. В тяжелых условиях городских снимаете, нашу жизнь освещаете, все, что происходит. Здравствуйте, в эфире программа «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее. Эти слова великого художника и скульптора Микеланджело прозвучали в ответ на вопрос, как же он делает свои скульптуры. Примерно так же ответил и художник Казимир Малевич, который сказал, что всякая живописная плоскость, переведенная в живописный рельеф, и есть красочная скульптура. И мне стало интересно узнать, как же ответит на этот вопрос мой сегодняшний собеседник, у которого в гостях мы сейчас в мастерской находимся, член Союза художников России и член Союза художников Республики Саха-Якутия Николай Чечесов. Здравствуйте, Николай. Добрый день. Вот как все-таки вы создаете свои творения? Откуда приходит сила и вдохновение? Великий Микеланджело, в принципе, прав. Скульптура – это есть объем, который хранится в другом объеме. В камне, конечно, это отсекаешь лишнее, а в глине, в бронзе ты вытягиваешь из куска в разные стороны. Получается что-то интересное. Так сказать, что это какой-то сложный процесс, не могу, потому что это уже в крови, уже внутри, в подкорке, и поэтому я не знаю, как я создаю скульптуры. Они сами рождаются. В любом материале, вот, допустим, я работаю из глины, это вот бесформенный кусок глины. Это такой же кусок глины, который поставили в Москве сейчас временно, да? Кусок глины номер 4. Вот, примерно вот такой кусок, но он требует, чтобы его сформировали, его вдохнули в него что-то, чтобы он стал чем-то. Он как бы зовет, манит. Сформенный кусок глины всегда тянет что-то из него сделать. Я каждый день вот такие кусочки глины создаю. А если смотреть как художник, это же некий вызов показать людям, обывателям, что все, что создается, создается из какого-то бесформенного куска, что это начало всего. И как Бог создал человека из глины, так и скульптор создает свои творения из куска глины. Показать, так сказать, изначально субстанцию, вот как Казимир Малевич создал свой черный квадрат, это же 1 пиксель, это вот квадратик от большого мира, что-то маленькое, незначительное, но которое вставляется в большое полотно, большую картину мира. Так и кусок глины – это вот начало, вот этот кусочек есть в каждой большой работе, известной, любимой многими. Я ее не люблю, но люблю. Ну, она мокрая, вязкая, липкая. Но с ней работать очень хорошо и приятно. Если говорить там, уходить в мистику, да, она живая. Это вот субстанция, которую земля дает тебе. Ты из нее можешь создавать что-то. В ней есть какая-то своя внутренняя сила. Сначала создается эскиз. На бумаге? На бумаге, да, конечно. Все, что у нас там в голове происходит, нужно как-то визуализировать, а проще всего это сразу набросать на бумаге.
Скульптурные наброски – это самые непонятные наброски среди художников, потому что это куча почеркушек. Обычно вот когда делают живописцы или графики, у них там пятна какие-то, там интересный такой какой-то поиск света, тени. А у нас это вот такие вот маленькие почеркушки, там влево 3 полоски, вправо 3 полоски. Тебе понятно, никому не понятно. Вот мы делаем такие почеркушки, а потом уже делаем эскиз из глины, из пластилина, ну, кому что удобнее. Потом опять садимся за планшет, за рисунок, чтобы полностью проработать деталь. Чаще всего нужно, чтобы была модель. Нужно отрисовать полностью уже работу, которую я уже готовлю. Потом делается каркас, ну, скорее металлический, там деревянный, там, а уже на этом каркасе налепливается, опять же, глиной. И уже создается скульптура. Ну, во-первых, должна быть, конечно, рабочая модель масштабная, ну, а потом уже приемка, формовка, отливка. Там уже скучно. Ага. Ну, то есть с этой модели натурально снимается форма, потом эта форма заливается. Туда заливается воск, воск правится, собирается, монтируется, заливается новая форма керамическая, воск вытапливается, потом в керамическую форму, прогретую до 800 градусов, заливают бронзу. Потом все это распаковывается, чистится, шлифуется, заваривается. Процесс такой. Это все здесь происходит? Маленькие работы здесь, а большие нет, мы заказываем в других городах. Да, с бронзой понятно, а если это из камня скульптура? Ну, из камня скульптуру процесс почти тот же самый, только нету отливки в металле. Делается гипсовая модель, ну, то есть она отливается в гипсе уже модель. И с помощью пунктир-машинки переносятся координаты на камень. Это такая пунктир-машинка, это, как сказать, 3D-измеритель. Она в 3 плоскостях фиксируется и переносятся точки координат. На камень. Да, на камень. Потом от камня отсекается все лишнее. А потом от камня отсекается все лишнее. Ну, такой пунктир-машинкой даже и Леонардо пользовался. Поэтому... То есть это 3D не сейчас придумали? Нет, это история, по-моему, около 2000 лет уже люди используют эту 3D-измерительный прибор. Но вот памятник реке. Это городская скульптура, по идее. Это просто украшение набережной. У заказчика была идея сделать скульптуру реки. Они хотели украсить набережную и сделать такую вот красивую какую-то скульптуру. Но лицо попросили, чтобы оно было похоже на Олехнинчанку. Чтобы были там и куты, и русские, татары, и венки, чтобы лицо было такое на всех похожее. Давайте вот еще про самую знаменитую скульптуру в Якутске вашу, это дворник. Она очень хорошо задумана и много чего скрыто так. Конечно, нравится, и детям нравится. Это именно профессиональный подход к обустройству. И вот такую вот скульптуру, ну, уже точно не сломать, точно не свалить. Да, дворник. У него очень долгая история. Хотя он очень быстро был сделан, поставлен. Сразу много хайпа и хейта всего на свете. Ну а так он, по-моему, рождался года 4. От первого эскиза, от первой задумки и до конца это где-то 4 года мы делали. А у первого эскиза было лицо или он сразу был такой безликий? Ну, в первых эскизах он вообще был совсем другой. Это был классический дедушка с бородой, там, с совком, с лопатой, в телогрейке. То есть реалистичный такой? Более-менее реалистичный, да. А потом как-то закрутилось, и он тоже закрутился. И как он потерял лицо? Почему он потерял? У него есть лицо. Просто мы не успеваем, он же работает, мы просто не успеваем посмотреть. Он работает, крутится и постоянно спиной к нам, да? У него лицо есть, точно есть. Я даже знаю примерно, какое у него лицо. Но я его тоже не видел, к сожалению. Очень быстрый. А, кстати, вот зависит от того, в каком месте будет стоять скульптура? Городская скульптура очень зависит от экстерьера, от того, в каком месте оно стоит, как оно стоит.
потому что это нужно учитывать и проходимость людей, с какой стороны должен быть фасад. Нужно еще посмотреть, как ложатся тени. Успеют ли люди увидеть лицо? Ну, то, что люди медленные, это не мы виноваты, а то, что лицо скульптуры, если оно есть, оно не должно быть в тени, это смотрит уже архитектор. Как лучше расположить, как поставить, как сделать вокруг среду, чтобы скульптура смотрелась органично. Если ее убрать, то это место как-то там зияло пустотой, что ли. Вот точку ставит архитектор. Вот памятник Карине Чкитовой, ну тоже городская скульптура в аэропорту. Ну, это... Девочка с собачкой. Есть портретное сходство? Ну, я пытался передать сходство характера, потому что все-таки девочка маленькая, делать прямо вот, чтобы совсем точно копию как-то неправильно, да. Поэтому пообщались мы с Кариной, пофотографировал я ее, и решили мы сделать так, чтобы это передать ее больше характер. Но она узнается, она узнаваема. Но собаку я делал уже более взрослую, тогда, когда она потерялась, у нас совсем маленький щенок, а когда мы уже встречались, собака уже подросла. И я как бы решил, что щенок совсем будет маленький, ну, композиционно. И поэтому решил уже побольше ее сделать. Но это она. Ну вот вы говорите, вы пообщались с Кариной, пофотали ее, то есть вам это потом помогло, да? Да, конечно. Это нужно было с героиней пообщаться? Это обязательно нужно. Вот все памятники, которые мы делаем, но все скульпторы это делают, они читают биографию, какие-то эти отзывы. Мы все должны передать же характер, образ. Портретное сходство это еще не все, потому что можно сделать идеально похожего человека, но не попасть совсем никак. Ну, как бы будет анатомически будет точная копия, а души в него вообще не будет. Поэтому мы в тесном контакте с родственниками создаем портреты. А бывает такое, что родственники просят там, я не знаю, сделать покрасивее? Да, конечно, бывает. Да, Давайте видишь, чуть-чуть увеличим глаза, давайте сделаем повыше скулы. уберем морщинки, да. Да, и, конечно, просят. Прислушиваетесь? Ну да, конечно, потому что мы же это не сколько мы физически, это то, что мы как себя преподносим. И если не учитывать этого, то и похожести тоже не будет. Поэтому чуть-чуть там разгладить, чуть-чуть увеличить. Это завсегда, да, нос выпрямить маленько. Был у меня заказ, человек со сломанным носом, он на всех фотографиях, даже с юности он со сломанным носом, а родственники просили его с прямым носом. Мы долго спорили и чуть-чуть подправили нос. Как бы оставили его чуть-чуть сломанным, но чуть-чуть подправили. Когда вы над памятником Гондакову работали тоже? Да, ага. С Ниной Никентьевной, с их дочкой. Всегда были на связи, там, корректировали уже даже в процессе литья, чуть-чуть там подгоняли. Совместная работа, ну, очень интересно, потому что я лепил ее с Тарачи Шолбаном. Он учился тоже в Петербурге, он здесь какое-то время жил. В основном он лепил, и я там тоже. Получается, мы 3 творческих человека создавали эту скульптуру. И взаимодействие нас всех 3. Это хорошие воспоминания остались о работе. Стоит она, конечно, не очень удачно, ее плохо видно, но говорят, что будут там реконструировать. И обещали посмотреть, как-то по-другому поставить, чтобы больше людей видело. Ну, скульптура, ее же создает человек, и он создает не то чтобы человека, которого он делает, он создает свое видение. То, что вижу я в этом человеке, я это и создаю. От души изображаемого, наверное, ничего туда не перепадает. Ну, в смысле, мы улавливаем характер, его дух, его это, но это все с моей точки зрения. Но иногда бывает такая мистика, конечно, мистические случаи у нас. Каждый скульптор расскажет там десяток случаев. Ой, расскажите один хотя бы.
Я помогал скульпторам Виктору Федорову и Семену Прокопьеву. Они делали свидетеля Иннокентия. И вот мы там работали. Ну, там большая команда была, человек 15. И когда мы уже ее отлили и собирали, на общей фотографии появился такой, ну, пятнышко. Ну, бывает же отражение от чего-то или пыль попадает, пятнышко. А это пятнышко, когда увеличили, а там такое вот лицо старика с усами, с бородой. Вообще абсолютно такое вот реальное. Такой был случай. Ну, еще там небольшие, но я не буду рассказывать. Там некоторые немножко жуткие. Прям совсем жуткие? Ну, да, мы делали как-то надгробие. Это было в Улан-Удэ. Мы лепили, к нам пришел наш друг, ну, он как это, общается с потусторонним миром, ну, такой эзотерик. Мы стояли, разговаривали, он что-то начал молиться, посыпать порошок, пускать дым. Говорит, нет, я с вами находиться больше не могу, здесь очень страшно, и убежал. А там у нас двигались предметы, шорохи, шаги, как будто сзади кто-то стоит. И вот пока мы не закончили эту работу, вот эта вот вся вот нагнетающая такая обстановка всегда была. А как только сделали, закончили, сразу все так и исчезло. И самое интересное, что вот когда я лепил, не было похоже. А когда мы уже вырубили в камне, стал абсолютно портрет один в один. Почему так произошло, даже не знаю. Страшно было? Нет. Ну а чего бояться? Неспроста же все вот эти истории про ожившие скульптуры, тот же «Медный всадник», если по классике, да, или помните там Нильс, когда с дикими гусями летал, там бронзовые, деревянные. Ну это же сказки. А так, наверное, скульптора немножко в этом плане с более толстой кожей, потому что у каждого скульптора есть такая история. Мы выросли вот среди этих историй, поэтому, наверное, воспринимаем это все гораздо проще. Ну и наши якутские всякие истории про старые заброшенные хутоны, это вот, как каждый вечер в детстве слушаешь, и уже так привычка, наверное, образуется, не бояться. Давайте дальше про ваши работы известные. Не могу не вспомнить. Ну и вообще, наверное, я не знаю, кто еще из якутских художников может гордиться, что его работа есть у Ди Каприо. Ну, прям вот так. спасибо киноакадемии. Ну, что рассказать про нашего Илья? Ну, я здесь выступал скорее не как автор, а как воплотитель мечты, воплотитель идей. Ну, вот в первом-то Ди Каприо это точно. Таня Егорова, она с детства просто обожала Леонардо Ди Каприо. И поэтому она после очередного провала с Оскаром, она хотела его как-то там поддержать, да. Ну и по старой дружбе давай что-нибудь замутим интересное. Почему нет? Это же всегда весело, такой, ну, вызов, что ли, такая авантюра. Всегда интересно. И поэтому, ну, вот, ее мечта воплотилась. Это же чудо. Вот, девочка из деревни, ну, из города, ладно, из далекого города. Ну, хотел я во ВГИК, да. Хотел заниматься мультипликацией, анимацией. Читал про это много. Уже договорился с Алексеем Семеновичем Романовым, вот, что первым потоком, да, тогда же набирался поток во ВГИК художников, не художников, режиссеров анимационного кино. И вот я вот туда прямо просился. В итоге, оказавшись в Петербурге, решил, ну, потому что до экзаменов во ВГИК было 2 месяца еще впереди. Ну, и что там болтаться-то просто так, надо бы поступать. Но если я там не поступлю в Академию художеств, я думал, ну, во ВГИК-то я точно поступлю. Ну, что ж, такой план был. Ну, пацан, маленькие амбиции, мозгов, и вперед.
Ну и каким-то чудесным образом я поступил в Академию художеств. И еще полгода где-то сомневался, учиться мне или ехать все-таки в ВГИК. Полгода только сомневался. Ничего себе. А потом наш преподаватель сказал, ну, решай сам, как бы, если уйдешь отсюда, то нам будет ни горячо, ни холодно. Это как-то задело, и я остался на слово. Ну и очень рад, что остался. Я думаю, из меня режиссер анимационного кино получился бы так себе. Наше училище, в принципе, очень многим людям дало дорогу вперед. Не знаю, я очень благодарен своим учителям из училища. Да, с нашего Якутского художественного училища. Потому что я туда тоже поступил случайно. После 9 класса или после 11? После 9 взял документы, пошел, подал в училище. Ну, родители сказали, что это вообще неправильно. Надо закончить школу, а потом уже идти куда хочешь. Ну, сильно возражать не стали. Благодаря училищу первый раз попал в Питер. И он, конечно, впечатлил меня березами вот такими. Смотришь и думаешь, сколько чаранов можно сделать. Вообще, ходишь такой, ага, 1, 2, 4, ой, только 5, ой, там только сучки. Вот такие впечатления были. Заходили в Академию художеств, и как-то уже в голове, может, тогда уже и созрело что-то. В 93-94 году была выставка Союза художников якутских. И мы как раз первокурсники или второкурсники попали на эту выставку в Доме художников на Лермонтова. Вот, и я там увидел работы Якова Саргоева и Василия Бочкарева. Это вот станковые скульптуры, и все. Я понял, что скульптор — это не тот, который делает памятники и делает какие-нибудь косторезные штуки, а можно делать совсем другое. Не солдат, а что-то совсем другое, иное. Это для меня было открытие, конечно. И, возможно, тогда я уже понял, что скульптор — это тема такая интересная. Ну, в детстве совсем маленьким я хотел быть палеонтологом. Это я вот бегал в библиотеку Дворца культуры и брал все книжки по динозаврам. Конечно, я читал не все, то, что было интересно, а картинки смотрел все, срисовывал, заучивал имена. Ну, как дети. И сейчас дети также смотрят эти книги с динозаврами. Вы первую скульптуру ведь вместе с дедушкой тоже сделали, да? Да, в первый раз я сделал каркас именно с дедушкой, показал, как делать каркас. Но это был каркас тираннозавра, не человека. И лепил я его белой фаянсовой глиной. А дедушка дал, скорее всего, любовь к искусству, любовь вот к этому, ко всему красивому, прекрасному. С дедушкой работать, ну, как с детства я вырос с дедушкой, поэтому с дедушкой работать было очень комфортно. Ну, с дедушкой много чего вместе делали. Я с ним всегда советовался насчет своих скульптур. Иногда, конечно, мимо ушей пропускаешь, но все-таки там совсем другая школа. Но иногда, да, всегда живо интересовался тем, что я делаю. Он застал практически все работы, которые сейчас известны. А вы сейчас как вот свободный художник или есть какое-то место работы? Вот, решил немножко отдохнуть. Преподавать для художника, для меня это как наркотик. Это, конечно, наверное, плохо будет сейчас прозвучит, но я даю знания, но получаю от них, от студентов, энергию. Это как-то совместная работа. Она утомляет, она иногда раздражает, но всегда ты от нее подпитываешься. Ты все равно в каком-то движении, в драйве. И это как-то заряжает тебя все равно, вдохновляет. Не заряжает, даже вдохновляет больше. Потому что ты общаешься с молодежью, а у них совсем другой взгляд на те же вещи, допустим. И ты меняешь все равно свое мировоззрение, подпитываешься, получается.
больше энергии получаешь, больше вдохновения. Ну и думаю, наши художники больше преподают из-за этого, а не из-за того, чтобы подработать. Потому что преподавание это тоже своего рода, тоже искусство. Вот сейчас я устал от преподавания, но я думаю, вернусь лет через 5 обратно. Буду дальше преподавать. Потому что иногда этого не хватает. Работа у нас не такая легкая, поэтому не скучаешь, и, в принципе, работы хватает. Но я успела заметить, что вы работаете не один. Расскажите о своей команде немножко. Ну, у нас человек иногда 5, иногда 6. Георгий Романов, он ювелир, он у нас больше работает как инженер, продумать узлы, посчитать материалы, когда особенно большие объемы нужно считать, то очень хорошо. Как бы физик по образованию, он очень хорошо в этом понимает. Я, конечно, тоже физике учился, но мои 9 классов по сравнению с аспирантурой, это ж никуда. Вот. Потом Чучайцев Данил, Стрекалский Миша, они формуют всю ломовую тяжелую работу, в принципе. Они помогают делать, черновую, снять форму. Я не люблю формовать, как многие скульптора. Мы любим лепить, а формовать это все нам скучно. Эдгар Николаев, Николай Акаемов, они льют, отливают в металле, шлифуют, полируют, доводят до блеска. То, что вы видите, это больше их работа. А моя только и в телевизоре посветиться. Они такие незаметные работники. Вы еще во время учебы в Питере делали оловянных солдатиков на заказ. Этим мы все грешили тогда. Это времена такие достаточно тяжелые, чтобы сильно родителей не напрягать. Практически все мы занимались тем или иным. Я делал оловянных солдатиков. Многие работали на реставрации, на гипсовых лепнинах. А я как-то особо ленился тягать гипс, поэтому я решил делать оловянных солдатиков. Тут маленькие, 6 сантиметров. Проработал я на них достаточно долго, 6 лет где-то работал в оловянной миниатюре. И в дорогих фирмах, которые делали элитных солдатиков, и Toy Soldiers, которыми дети играют тоже. Весь спектр попробовал. А в детстве у вас были оловянные солдатики? Сами играли? Пластмассовые, да. Оловянных не было. А нет, почему? Был один оловянный солдат, это какой-то с Первой мировой войны, фигурка солдата Первой мировой войны. Не знаю, откуда она у меня была, но была, такая простенькая, очень простенькая, не элитная. Мой сын, конечно, играл элитными солдатиками, мастер-моделями. Привязывал к ним нитки, делал из бумаги парашют и с 9-го этажа выбрасывал. Десант! Так почти все мои мастер-модели элитных солдатиков Ушли в десант? ушли в десант, да. Там, по-моему, пару штук осталось все. Но сын же сейчас взрослый уже, да, почти? Он пошел по вашим стопам? Нет, он больше по науке, медицинская физика. Ему это гораздо интереснее. А вам не обидно? Нет, я даже рад, потому что он станет, создаст свою карьеру гораздо раньше, чем у меня это получилось. Потому что художники учатся до 30 лет, а потом еще лет 20 учатся. И только потом они уже начинают творить. Это художник, это очень долгая профессия. Ну и если еще есть условия для творчества? Да, если есть условия для творчества, конечно. Вот вы сказали, что вы эту мастерскую снимаете сами, а не вам предоставляет там Союз художников или как-то. Там какая-то вообще сложная ситуация, да, с мастерскими? С мастерскими у нас в Союзе художников такая очень непростая сейчас ситуация, потому что по Ленина 42 у нас мастерские, старейшие мастерские, где наши все именитые художники работают, живут, они
сейчас в аварийном состоянии, но они как бы в аварийном состоянии уже года 2. И дом реально вот сейчас рушится, там огромные трещины, дом ходуном ходит от большой техники. Вот сейчас я даже не знаю, вот сейчас дорогу там делают, там, наверное, все стены сейчас сыпятся, наверное, уже. Вот, и те мастерские аварийные, они должны выселить, но художникам деваться некуда, других мастерских нет. По Лермонтову мастерские у нас это отданы музею. Там есть, в половине здания остались художники, и как бы сейчас там аренда тоже должна подняться. И вряд ли наши старейшины смогут осилить, потому что они уже пенсионного возраста, предпенсионного возраста, осилить эти, ну, оплату аренды. Ну, сейчас же нигде не бесплатно, поэтому с мастерскими в Союзе художников сложно. Ну, ладно, мы еще молодые, мы еще как-то сами можем это все контролировать. арендовать. В скором времени может не быть мастерских. Ну, и как-то продержимся. А ведь для них отсутствие мастерских означает автоматически прекращение работы, да? Ну, дома красками не поработаешь, помещение не предусмотрено. Ну, все-таки нужен воздух, простор и общение между художниками. А старшее поколение уже как бы пожилые, если они останутся дома, то все, считай, творчество у них закончится на этом. Пабло Пикассо говорил: дайте мне музей, я его заполню. Вот если бы вам дали город, чем бы вы его заполнили? Чего не хватает нашему городу? У нас город-то огромный на самом деле. Наш город Якутск, он очень большой, очень длинный, вытянутый. А вся наша скульптура стоит, можно сказать, на 2 улицах. Все наши памятники, все наши скульптуры. А по городу у нас очень не хватает каких-то таких небольших работ. Ну, по окраинам города. Тут же на Грейсе вообще нету ни одной скульптуры. В Сайсарах нету. В Сатале вообще ничего нету и не планируется даже. Хотя это же город. Поэтому у нас город, по идее же, от Табаги до Кангаласов огромная территория, которая не освоена, можно сказать, ничейная земля. Вот туда можно сделать очень хорошие жанровые скульптуры. Центр у нас сейчас немножко перегружен, уже перегружен. Но это только центр, это 2 улицы. А в остальном очень много места. Вот, был когда-то в 2015 году удалось быть в мэрии Улан-Удэ, и у них был план по городским скульптурам. То, что меня удивило, украшение города, там, ну не только городские скульптуры, там были и фонтанчики, какие-то лавочки. И вот у них был каждый год план, что нужно сделать в городе. Вот. А у нас в городе, ну пока такого нет, думаю, когда-то появится, когда мы будем делать не именно скульптуру, именно какого-то человека, именно к какому-то месту, поближе к центру, а будем смотреть глобально на весь город. А вам лично вот что ближе, городская скульптура или памятники, которые прям вот большие на пьедестале? Хочется, наверное, какой-нибудь? Но единственный памятник, который я хочу сделать, это всадника какого-нибудь. Сделаю и успокоюсь. Это, как сказать, это мечта каждого скульптора академического, сделать конную статую. Да, вот это вот у всех скульпторов есть такая мечта. Кто бы, что бы ни говорил, конная статуя — это мечта мечт. Ну, академистов, по крайней мере. А остальное я люблю больше жанровую скульптуру, конечно. Мне гораздо ближе что-то такое маленькое, небольшое, уютное. А конная статуя это будет статуя кого? Я не знаю, хоть кого, главное на коне. Ну что ж, я желаю, чтобы ваша мечта осуществилась. Успехов в работе. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.